Это Ленокс, показывает на вольер кавказской овчарки командир отделения вожатых служебных собак сержант Григорий Колесниченко. Оказывается, передо мной одна из самых крутых овчарок, что служат на военной базе. Его именуют царем и объясняют, он здесь главный. Кавказская овчарка приехала щенком из российского города Дмитрово еще 4 года назад и уже с малого возраста демонстрировала весьма сложный характер. Но несмотря на это, пес – любимчик командира, да и всего отряда в целом. А вот в этом вольере живет ротвейлер Чапа. Ему уже 9 лет, и он тоже из Дмитрова. В Абхазию пес приехал вместе со среднеазиатской овчаркой. Пристальное внимание псу не по нраву. Оглядев нас, он зашел в будку и продолжил наблюдать уже оттуда. Чапу чаще всего ставят на КПП. Говорят, не только нос сверхчувствительный, есть еще и суперинтуиция, которая не подводила ни разу. Каждая собака, как человек, также все имеется, все по-разному. Кавказец самый большой вот этот. Ленокс. Я его и привез сюда, вез лично его. Но вы сами с ним и занимаетесь? Занимаемся, но он опасный со своим характером. Очень огромный из-за этого, что свой характер показывает. До сих пор? До сих пор показывает. В остальных вольерах современного кинологического городка тоже овчарки, немецкие. Большую часть из них сюда доставили в конце декабря. Есть еще алабай и среднеазиатская овчарка Гуччи, большая любительница ласки. Немецкие овчарки, признается Григорий, лучше всего поддаются дрессировке. Первая дрессировка сначала, если собака молодая, приучает ее к поводку, к ошейнику. Вот. Потом переходят на общий курс дрессировки. Общий курс дрессировки заключается в команде сидеть, лежать, ко мне, апорт. Тяжело молодую собаку обучить каким-то, имеется в виду, командам. Вот это самое тяжелое. Когда уже собака уже более дрессированная становится, тогда мы уже смотрим по всяким признакам, имеется в виду, куда ее отбирать, в какую сторону, имеется в виду, где больше занятий с ней сделать. Больше приспособлена к караульной службе именно, чтобы она должна была облаивать, кусать противника. Вот для этого и нужно. Вы их делаете злыми? Делаем злыми, обучаем для этого. Редко бывает, чтобы собаки специализировались в нескольких направлениях. Их натаскивают либо на поиск нарушителей, либо на запрещенные предметы. И каждая должна знать свое дело идеально. А если все же не получается, таких собак отсеивают. Кинологом Григорий стал по призванию. Любовь к животным, особенно собакам, проявилась у него в детстве, когда родители подарили первого щенка, немецкую овчарку. Долго тренировался с ней, даже ходил на курсы. И понял, он хочет заниматься дрессировкой собак профессионально. Главное – любить хвостатых питомцев. Без этого не стоит даже начинать. Неискренность четвероногие чуют за версту. Самую первую собаку у меня была немецкая овчарка. Ее звали Уника. Полное было у нее имя Стрелецкая Слобода Уника. От этой собаки у меня все и началось. Я уже влюбился потом в этих собак. Преданные они. Любят, всегда встречают тебя. Главное, что их надо любить. И все, в первую очередь. После возведения на территории базы современного кинологического городка у каждого четвероногого питомца появился свой инструктор. В состав комплекса зданий входит около 10 помещений, в том числе комнаты для купания, сушки, кухня, склады и комната для осмотра. Кстати, питаются псы согласно нормам довольствия. Им иногда варят кашу, дают морковь, свеклу, капусту. Сладкое под запретом, от него портятся зубы. Сухие корма здесь используют чаще, режим питания строгий, 2 раза в день и ни крошки больше. Для каждой собаки выделяется в сутки 600 грамм корма, то есть который делится на утреннее кормление 300 грамм и на вечернее кормление 300 грамм. То есть порция получается для собаки утром и вечером. Помимо сухого корма бывает, когда именно продукты получаем, это мясо, овощи, крупы и поваренную соль. Получается суточное кормление это 400 грамм мяса, 600 грамм крупы, 15 грамм жиров и 300 грамм овощей. Это тоже каждый день? Каждый день. Собак тренируют несколько месяцев. Они учатся слушать вожатых, точно исполнять команды, в любой момент затаиться или напасть. Способные усваивают курс в течение года. Тренировки проходят ежедневно, но с каждой отдельно. Инструкторы объясняют, чтобы собаки не отвлекались. Недавно приобретенные навыки четвероногие демонстрировали на отлично. И это при том, что выполнять команды питомцам пришлось в непривычной для себя обстановке, при большом количестве людей. Очень много российских журналистов было на
этот раз на военной базе. К службе четвероногие новобранцы обычно приступают, когда им исполнится год. До этого возраста собака считается щенком. Ритм жизни у хвостатых охранников такой же, как и у всей части. Работа по 8-10 часов в день. Что касается пенсии, на нее отправляются собаки, которым больше 10 лет. Но и здесь, как у людей, все индивидуально. Если нормативы сданы и пес прекрасно себя чувствует, он может спокойно служить дальше. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.